У нас первый выступает Теймураз. Правильно я понимаю? Да, все верно. А вы здесь. Анден, я здесь. Отлично. Давайте вам, как первому участнику, мы все-таки дадим какую-то фору. И если вам нужна какая-то техническая подготовка, все вопросы к Джилустану. Он у нас может помочь, если у вас у самих не пойдет презентация. Джилустан может это включить со своего компьютера. Ну, разве что, чтобы демонстрация экрана была разрешена, а так, в принципе, все нормально. Отлично. Готовы? Да. Давайте начнем. Значит, Лабонта Хорж, Жнаргам Балта, Абон Сайномуларом Брдышта, мы на кухо Бафтед. Ама Валахижвом. Значит, я сказал, добрый день, дорогие друзья, то, ради чего мы сегодня собрались, чтобы это у нас, как бы нам это удалось, и чтобы наше собрание было успешным. Значит, моя сегодняшняя тема – онлайн-занятия по осетинскому языку. Так, а вот надо бы, чтобы Джилустан мне включил возможность демонстрации экрана. Иначе будет проблематично мне что-то показывать, а показать бы я что-то хотел. Потому что я подготовил презентацию. Разрешение есть, должны. Ага, все. Все. Ага, хорошо. Так, свое выступление я назвал опыт проведения онлайн-занятий по осетинскому языку. На самом деле, учитывая то, что мы здесь собрались как бы языковые активисты, я постарался подготовить доклад таким образом, чтобы, скажем, он рассчитан на тех, кто потенциально может заниматься преподаванием малых языков, да и в принципе в общем иностранных. То есть то, как я вижу исходя из своего опыта. То есть это лично мои рекомендации, как бы то, как это вижу я. Немножко о себе. Забахут, здравствуйте. Ждан Батимират Таймураш. Меня зовут Таймураз Батимиров. Я занимаюсь преподаванием осетинского языка где-то с 2018 года. Родился, вырос в Осетии, в поселке Мизур в Алагирском ущелье. Долгое время жил в Санкт-Петербурге. Есть у меня, скажем, небольшое языковедческое образование, то есть в качестве дополнительной специальности. Я переводчик. У меня были специальные дисциплины. И как бы немножко о языке я кое-что совсем немножко знаю. Значит, с чего я хотел бы начать? С того, как обстоит дело с изучением осетинского языка вообще. То есть это мое субъективное мнение, то как это вижу я, насколько я это знаю. Потому что всего я знать, естественно, не могу, но это вот то, что мне доступно. Как люди учат язык? Вот это, скажем, немножко не по теме, но оно важно, чтобы понять, что будет дальше. Чтобы то, что я буду рассказывать в дальнейшем, оно было понятно. Есть люди, которые учат язык сами. Есть люди, у которых это получается, есть люди, у которых это не очень. Например, скажем, люди, которые, молодежь чаще всего юноши, они решают в один прекрасный момент выучить свой родной язык. Потому что они говорят, вот я же осетин, я же должен знать, что они делают. Покупают 2 словаря, русско-осетинский, осетино-русский. Покупают какой-то учебник «Самоучитель», значит, покупают какую-нибудь, например, художественную литературу, которую даже я не могу вот прям вот так вот читать и прям все понимать на 100%. И через месяц сдуваются. Через неделю даже. То есть такие примеры есть, и как бы на этом их история с осетинским языком заканчивается. То есть они говорят, что эта планка вот у них невыполнима. Есть люди, которые самостоятельно учат, и такие есть, у которых есть соответствующая подготовка, которые дисциплинированы, которые там знают уже несколько языков, у них, да, они могут выучить язык даже самостоятельно, в каких-то общих чертах. Есть люди, которые усваивают язык в среде. У них нет словарей, у них нет ничего. Это русские люди чаще всего, которые живут с детства. Бывает, есть у меня мой дальний родственник, который
научился говорить по-астински, работая с трактористами, потому что трактористы говорили между собой по-астински и как бы по-русски практически нет. Вот. Он усвоил и как бы сносно разговаривает вот на Южном говоре. Есть у нас обучение на бесплатных курсах. В Осетии, ну, насколько я знаю, еще есть. Ну, я бы не сказал, что люди... Ну, мне неизвестны те люди, которые бы на них научились разговаривать или вступили в разговорную практику. То есть я еще ни с кем не познакомился, кто бы мне сказал там, «Дамон хож, манайру наузурен шахардан». Ну, такого не видал. Есть обучение на платных курсах. Насколько успешно, ну, я не могу судить, потому что я не производил никаких замеров, тестов, но знаю, что есть, и по отзывам этих людей, как бы, да, они получаются, люди учат, и что-то работает. И онлайн-занятия. Онлайн-занятия – это, в принципе, такой формат, который для других языков, английского, испанского, уже не нов. Это довольно старый распространенный формат онлайн-занятий. Но для наших языков, которые не так актуальны, ну, это новинка. То есть, если кто-то скажет, вот я английским онлайн занимаюсь, это, ну, нормально. Ну и что? А если там осетинский онлайн, а это что, как? Вот. Но, тем не менее, я думаю, что такой формат образования, он имеет свои преимущества и свои перспективы. Вот. Из существующих методик. Ну, мы, допустим, определились, как учить, платно-бесплатно, онлайн, не онлайн, самостоятельно или еще как-то. Две наиболее известные, мне скажем, программы изучения астинского языка. Это вот есть самоучитель Федара Таказов. Ну, он, скажем так, если вы уже знаете несколько иностранных языков, если вы филолог, если вы хорошо подготовлены с этой точки зрения, вам он подойдет, и кто-то по нему может научить. Для обычного человека он может быть тяжеловат. Вот. Это вот прям такой академический, такой вот самоучитель. Есть книжка Зурам Иронау, иллюстрирована, есть по ней видеокурс, лингофонный курс, хорошо записан дикторами. Это такой базовый курс, по нему многие учат. Многие вот учат по нему. А есть различные авторские методики. Вот я решил пойти своим путем, и у меня своя авторская методика, то, как вижу я, то, как мне хочется. И вот это мое, скажем, занятие астинским языком, оно в большой мере экспериментальное. То есть носит исследовательский характер. На основании своего опыта я начинаю понимать, как делать лучше. Если я немножко буду затягивать, вы мне, пожалуйста, маячните. Про теоретические подходы я, наверное, говорить не буду. Ну так, вкратце скажу. Но вот что важно. Есть грамматика, переводной метод. Очень старый, по нему в Советском Союзе учили иностранные языки, до сих пор кто-то где-то учит английский. Но мало кто, выйдя из школы, может сказать, что вот я знаю английский, могу с кем-нибудь пообщаться. Появился он в XVIII веке для изучения мертвых языков. Если вы кого-то учите или сами учитесь с помощью вот этого грамматико-переводного метода, ну, вы научитесь понимать грамматику и научитесь переводить. Не факт, что вы научитесь говорить. Или кого-то научите говорить, если он будет знать все падежи, все склонения, все окончания. Вот человек все знает, но говорить не умеет. Вот это вот, пожалуйста, грамматико-переводной метод. Для того, чтобы язык стал мертвым, очень подходит. Будете знать язык как лингвисты, но не как обычные люди. Какие другие методы есть? Все современные методы. То есть достаточно вот самые передовые школы иностранных языков и посмотреть, они всеми пользуются. Это так называемые, я их так называю, прямые методы. Есть и всякие методы, там, Берлица, в Осетии, кстати, преподают, есть одна школа. Там всякие метод Шехтера, еще чего-то. Ну, посмотрите, это будет доступно. Суть какая, что надо давать, ну, я стараюсь давать больше реального контента. Все, что по-настоящему. Хорошо снятый фильм, как по-настоящему. Передачи, интервью. Мы с учениками разбираем вот это. То есть то, как оно в жизни. Не то, как оно на картинке и в придуманном диалоге, а то, как оно на самом деле. Потому что человек, выходя
на улицу, он не будет сталкиваться с там придуманными персонажами, которые говорят очень четко, внятно, а он сталкивается с обычными людьми, которые делают ошибки, которые, там, не знаю, картавят, шепелявят и так далее. Говорят быстро, говорят медленно. И именно вот такой контент, он подходит больше всего для обучения. И человек должен попадать в такую реальную обстановку во время учебы, уже вот прям с самого начала. И суть какая этих методов, то есть основной принцип, что мы тренируем, то и тренируется. Если мы тренируем изучение грамматики, мы будем знать грамматику. Если мы тренируем там, не знаю, лексику, мы будем лексику. Если мы тренируем говорение, а говорение чаще всего люди приходят за говорением. Они не говорят, я хочу знать все окончания или все падежи. Они говорят, я хочу говорить. Поэтому акцент надо делать именно вот на это. Так. Вопросы, может быть, я проглядел какие-то? Нет. Ну, ладно. Техническое обеспечение, об этом, наверное, следовало бы сказать отдельно, какую-то, может быть, отдельную провести, отдельный доклад. Я стараюсь просто дать некий обзор вот в эти 20 минут, которые у меня есть. Если к чему-то надо будет вернуться, я расскажу подробнее. То есть, ну, скажем, вот этот вот карантин, он помог в том смысле, что все люди уже знают, что такое онлайн-обучение. До этого времени, ну, я говорю, вот я провожу занятия по осетинскому языку, и вопрос, а это как? Ну, онлайн, я объясняю. Они говорят, а это как онлайн? Ну, онлайн это через компьютер, это вот скайп, вы на меня смотрите, я на вас смотрю, то есть... Вот раньше люди не понимали, в том числе и молодые, не пожилые. Вот. И как-то сейчас же все знают. Онлайн, все понятно, вопросов никаких нет, потому что у всех и дети учатся и так далее. Ну, средства для проведения видеоконференции нам известны. Это Zoom, это, ну, по-хорошему, чтобы он хорошо работал, он должен быть платный. То есть там есть бесплатная версия до 40 минут, но это запарно. Skype бесплатно. Но я пользуюсь и Zoom, и Skype, потому что бывает, то один работает, второй не работает. Вот, и чтобы оба у меня были. Можно с WhatsApp, иногда уезжаю в горы, вот, и там как бы пользуюсь WhatsApp, как через WhatsApp провожу урок, получается. Раньше, с самого начала, был сервис Google Hangouts, но он как бы по качеству так себе, но если вдруг ничего не работает, попробуйте им. И Яндекс тоже включился в эту гонку. Есть Яндекс Телемост, но пока еще я им не пользовался, не пробовал. Значит, какие основные требования для вот этих сервисов? Это кроссплатформенность, то есть человек должен из мобильника зайти, из планшета, из чего угодно. И вы также. Ну, качество связи, удобство, записать видео – это полезная штука. И несколько собеседников тоже включить, это тоже было бы здорово. Значит, есть еще полезные сервисы, это Google Docs, это совместная работа с текстом, Google Документы, Google Classroom, такая штука, я упорядочиваю занятия, ну, туда материалы загружаю, там у меня ученики. Я вернусь к этому, если надо будет сказать, просто я боюсь, что не могу не успеть сказать что-то важное. Ну, Google Jamboard – это создание таких интерактивных ситуаций, скажем, мы играем там, типа, как бы в ярмарку, там, ну, два ученика между собой разговаривают и в какие-то игровые ситуации вступают. Quizlet – это для запоминания слов и фраз. Ну, кто учил там иностранные языки, они, наверное, знакомы с этим приложением. Вот. Я составляю для осетинского языка. Естественно, там осетинский язык выбрать нельзя, я пишу другое. Вот. И ученики к тем материалам, которые мы проходим, они имеют, скажем так, доступ к словарному запасу в кармане. То есть 5 минут свободных, открыл, получил слова. Есть много аналогов, Memrise, там, Duolingo. Вот я остановился на Quizlet. Вот он мне больше всего удобен. И есть еще такой сервис, недавно о нем узнал, Active Inspire называется. Видел, как женщина, преподаватель немецкого, работает с детьми по этому сервису, но я его еще не освоил. Я просто знаю, что он есть, но и рано или поздно я до него дойду. Если кто-то
как бы готов, ну, рекомендую посмотреть. Я думаю, что очень полезно. Вот все, что я сказал выше, это на самом деле не очень важно. Вот. Что важнее? Важнее всего. Ну, как бы проблемы, которые бывают при онлайн-преподавании, да и преподавании вообще, и решения, которые для этих проблем есть. Ну, первое, с чем я сталкиваюсь и что я как бы стремлюсь исправить, поправить, это вот настройка речевого аппарата. По-немецки это называется шпрехаппарат, мне это слово очень нравится. В кавказских языках, в осетинском, ну, в частности, ну, есть абруптивные звуки, смычно-гортанные, которых нет в русском языке, и, ну, типа к, п, ц, ч, там, к, к. Вот. Учу говорить эти звуки. Научаю. Обычно всех учу. Дальше следующая сложность – это такое акцентуальное ударение. Ударение в осетинском языке совсем другое, чем в русском. Вы можете взять несколько слов, и они под одним ударением будут. И это тоже человеку непривычно. Вот, скажем, больших успехов достигают те, которые, ну, имеют там опыт музыки какой-то. То есть я обычно ученика спрашиваю, там, играешь на музыкальном инструменте? Если он на чем-то играет, учился, я говорю, ага, значит, у него пойдет. Следующая по сложности, казалось бы, вот эти вот буквы А, То есть это не все их отличают на слух. Для носителей это разные буквы. На слух русский. И бывает, вот у нас нет редуцированной А, как в русском языке, безударной. Она всегда четкая А, она либо сильная А, либо слабая А. И с этим тоже постоянно работаем, пока это не войдет в привычку. И непривычное сочетание обычных звуков. Ну, допустим, там ряд шипящих, жужжащих, допустим, слово «окажется», там, да, вот не у всех получается сразу выговорить. Вот, ну, полякам, например, легко, потому что у них такой набор обычных букв, он есть в таких сочетаниях. А некоторые люди, вот, казалось бы, простые вещи, все буквы отдельно сказать могут, а вместе нет. Непривычно. Шпрехаппарат пока не подготовлен. Он формируется у носителя с детства, а вы вот тут уже взрослый, и вам все эти мышцы надо заново проработать, научить. Это как вот ты никогда не танцевал, а вот пойди и потанцуй. Естественно, будет немножко коряво выглядеть. И почему я ставлю... Вот некоторые этот момент упускают. Некоторые учат так, что вот ты выучи слова, кое-как говорить научись, а потом уж, может быть, ты когда-нибудь станешь говорить хорошо и красиво и чисто. Нет, я сразу стараюсь выводить на правильное произношение. Надо его один раз поставить, и дальше уже к этому вопросу не возвращается. И хуже того, может меняться смысл сказанного. То есть много общих слов, где ты меняешь вместо А говоришь А, и там вместо К говоришь К, и слово меняется в другое слово. Вот этому я уделяю внимание и считаю, что это важно, во всяком случае для осетинского языка. Что мне помогло? Я прям не нарадуюсь, потому что уже я тестирую на 5-м ученике, и те уроки, где я закладывал час работы, они у меня уходят в половину, в полчаса. Что я сделал? Меня очень, скажем так, ну, так и скажу, запарило, когда люди читают осетинский кириллический текст по-русски, с русским акцентом. Вот вы попробуйте английский текст, наберите его русскими буквами, дайте кому-нибудь почитать. Вот здесь примерно та же самая. Ученики знают, как это читать. Они знают, какая буква произносится. Но, тем не менее, человек с 1 по 11 класс. Для него вот такие буквы – это русский язык. И он их нет-нет все время читает по-русски. Вот, например, и что я сделал? Я взял кириллический же шрифт, то есть алфавит. Это кириллица, но слегка видоизмененная. Так что человек смотрит и уже переключается на другой язык. Это психология. Вот, например, такая фраза. Вот как ее читает, ну, скажем, новичок? Он читает так. Де в Жонгзинад, Агаи, Мажарде, Зулы, Тафау, Хошгарданы, Райшом. Ну вот так. Почему? Потому что она так написана. Как это читается на самом деле? На самом деле оно читается вот так.
Девжонг зинат агае мажерда зулатафау хошкардан райшом. Что мы видим? Мы видим, что некоторые слова, которые здесь написаны через пробел, они у нас объединяются в одну синтагму и под одним ударением. Это вот особенность астинского языка. И люди, которые, ну, скажем так, вот я начинаю вот с этого шрифта, и человек сразу переключается. Для носителя никакой проблемы нет. Ему хоть иероглифами напиши, он все равно знает, как эти слова произносятся. Здесь пока новичок будет, скажем так, привыкать на слух к языку, и потом ему этот шрифт уже не понадобится. Вот. А для начала, чтобы сразу войти в язык, нужно использовать какой-нибудь другой шрифт. Вот русская кириллица отдельно, это отдельно. Но об этом можно целый отдельный доклад делать на самом деле. Дальше. Барьер вхождения в разговорную практику – это тоже большая проблема. Я стараюсь ученика, как только он начинает связывать 3 слова, уже его вводить в практику. У кого-то, по-моему, микрофон работает. Можно выключить. Сначала с другим учеником общается, как может. Потом с носителями бывает. Я их тоже свожу в онлайн-конференции. В идеале, конечно, надо, скажем, выводить их уже на общение со случайными носителями, уже без моего контроля. Ну, у кого-то есть с кем поговорить. Вот. Так что вот если я заметил вот по своему личному опыту, что если мы медлим с включением ученика в языковую практику, и ученик думает, вот я научусь когда-никогда, вот когда я стану говорить лучше, там, нет. Он успевает бросить занятие языком до того, как он начнет с кем-то говорить. Надо, чтобы он как можно раньше, неважно, как хорошо, красиво и грамотно, но уже стал разговаривать. И это будет его мотивировать к дальнейшему обучению. Это, вот этот барьер надо снимать чем раньше, тем лучше. Дальше. Ну и мотивация – это тоже большая проблема, потому что изучение языка – это не в магазин сходил, как бы купил язык. Нет, это труд и это длительное время. То есть не все понимают, что это длительный процесс. Ну, реально длительный. Вот ребенок выучивает язык за длительный период. Вот. Естественно, чтобы лучше сохранять вот эту мотивацию, то есть мотивация – это не про то, как человек говорит, вот я должен знать, это как же, это не обсуждается, конечно. Нет, мотивация – это про ежедневное усердие. То есть может ты ежедневно прилагать усердие к изучению языка или нет. То есть чтобы больше, скажем, для большей результативности надо занятия разнообразить, не должна быть монотонность. И темы должны быть интересны для человека. То есть вы должны знать, что человека интересует, в каких ситуациях он бывает. И таким образом язык должен находить применение в тех контекстах, которые человеку интересны. Ну и еще одна такая полезность – это регулярно сверяться, делать такие регулярные отсечки. Чему мы научились, что мы прошли, что можно было сделать лучше, что бы хотелось еще выучить, на что обратить внимание. То есть совместно с учеником, и человек понимает, как бы хорошо он поработал этот месяц, не очень, поленился, что-то узнал, что-то не узнал. И как бы вот этот анализ, он очень полезен, потому что учить язык в бесконечность тяжело. Это тяжело. Вот, когда ты не понимаешь, что ж ты выучил, собственно говоря. Время. Самая большая нерешаемая проблема. То есть изучение языка это требует времени. Если у ученика нет времени для занятий регулярных, успех маловероятен. То есть самая эффективная методика, самый талантливый преподаватель, самый способный ученик. Вот это все умножается на время. Если времени нету, то и как бы язык отдельно сам по себе не выучится. Он выучится только вместе с человеком. Как находить время для изучения языка, я не знаю. Может быть, узнаю когда-нибудь. Говорят, что вот если есть мотивация, то и время найдется, но как-то я пока не заметил такой прям связи. И заранее научиться выделять время – это один из факторов, который
способствует изучению языка. То есть вне времени язык не учится. Ну, какие я могу дать несколько таких советов. Ну, для понимания, как учить иностранному языку, ну, скажем, все миноритарные родные языки, они для многих людей все равно иностранные. Вот. Полезно самому какой-нибудь язык учить. Вот я, например, ну, учу польский. Вот. И если вы кому-то преподаете язык, хотите говорить, вот я тебя сейчас научу, вот ты сам попробуй какой-нибудь взять язык, не самый нужный. А если ты английский учишь, ну, тебя никто не спросит, а зачем ты учишь английский? А если учишь какой-нибудь, не знаю, там, хорватский, или там, а зачем тебе? Это то же самое спрашивают, а зачем тебе там осетинский, да, зачем тебе это? Ну, так-то по большому счету не зачем. И с этим подходом вы сами на себе можете вот эти методики тоже проверять, что работает, что не работает. Ну, это, скажем, полезно. То есть не только взгляд со стороны учителя на ученика, а взгляд со стороны учащегося тоже полезен для понимания. И про изучение языка. Вот в первую очередь это психология. Вот это надо понимать. Не методика, не вот если вы как бы не очень разобрались в психологии ученика, ну, как бы это нехорошо. То есть желательно наблюдать за процессом обучения, как бы немножко со стороны, ну, знать своих учеников, их сильные и слабые стороны. То есть, как бы преподавание, оно не такое, как бы в одну сторону без обратной связи. Обратная связь должна быть. Вот. Ну и всегда надо развиваться. То есть нельзя никогда останавливаться, сказать, вот я вот так умею, и этого достаточно. Ну можно. Но это вы не станете лучшим преподавателем. Вот. Надо экспериментировать, тестировать. Вот у меня все ученики, они подопытные, они об этом знают. Какой еще полезный ресурс, я считаю, нужным сказать? Ну, кто пользуется Telegram, можете подписаться на... Вот, есть такая программа 10 языков за 1000 дней. Вот, ну, гляните. Можете так даже загуглить. Как бы долго объяснять тут сложновато. Проще один раз увидеть. Ну, много полезностей здесь именно по освоению языка есть. Ну, Бужнагун, спасибо вам. Это мои контакты. Если у кого-то какие-то вопросы есть, кому-то понадобится консультация, посоветоваться, что-то спросить, пожалуйста. Вот я доступен ВКонтакте vk.com Ironau онлайн. Это моя группа. Остинский язык для начинающих. Ну, есть Telegram канал. Вчера же основал. Я пока не знаю, насколько это полезная вещь, но говорят полезно. Все меня просят. В Фейсбуке вот это я, Skype. Вот, пожалуйста, и почта. Можете писать на почту. Ну, это все. Если есть вопросы, я готов на них ответить. Я рассказал, конечно, очень так бегло и быстро, ну, потому что еще есть 8 докладов. Не хочется отнимать времени у кого. Большое спасибо, Таймур Асля. Очень интересная лекция у вас. Очень такой уже понятно, уже все сформировано, всем методика. Да? И вот у нас спрашивают в чате, как вы оцениваете методику Дмитрия Петрова? Можно ли сказать, что он преподает грамматический переводный метод? Ну, лингвисты спрашивают. Значит, ну, Дмитрия Петрова. Если это тот Дмитрий Петров, о котором я слышал, я не сильно знаком с его методикой. И, ну, я посмотрел, как он там в общих чертах что-то объясняет. Это, конечно, нет. Это, не, скажем, полиглоты по грамматико-переводному методу не работают обычно. Ну, вот кто учит там латынь или там древнегреческий, да. Там санскрит, авесту, пожалуйста. Но я видел критику на него. И, ну, вам лучше самому определиться, то есть это на самом деле не очень важно.
Так, вопрос Таймуразу. Интересная идея использования видоизмененного алфавита для обучения произношению. То есть вы учите человека читать с помощью этого алфавита, но писать на обычной кириллице, студенты не путаются? Нет, не путаются, потому что, ну, то тоже кириллица, это кириллица. То есть там, ну, небольшие отличия есть. Пишет он обычно. Все-таки мы пишем меньше, мы чуть-чуть больше читаем. Вот. И не путаются. Бывает ленятся. Они говорят, ой, я эти закорючки не буду читать. Такие студенты есть. И, скажем, для студентов, которые знают несколько языков на латинице, ну, для них это не так актуально, потому что им привычен один алфавит для разных языков. Ну, то есть на латинице у нас там английский, немецкий, французский. И он может, у него мозг так работает, что одни и те же буковки в разных системах звучат по-разному. Для кириллицы это вот не так. Обычно у человека вот английский это вот это, а русский это вот это. И как бы вот это, да, очень помогает. Так, не полиглот и не учитель, он обманщик. Ну вот, как бы я тут даже в дискуссию вступать это не собирался. Много ли желающих изучить астинский язык? Ну, я не знаю сказать, много это или мало. Ну, я сильно, скажем, и не афишируюсь, потому что, ну, я не могу взять больше учеников, чем я смогу по времени. То есть только сколько у меня сейчас есть, ну, это почти так, ну, впритык. Сложно сказать, потому что есть страхи. Желающих знать осетинский язык, вот ключевое, знать осетинский язык, много. Желающих учить осетинский язык сильно меньше. Желающих говорить на осетинском языке меньше, чем желающих знать осетинский язык. И тоже значительно. Еще был вопрос, как обстоят дела в садиках, учат ли осетинскому языку? В садиках, вот честно говоря, не знаю, но больше всего, что у меня вызывает беспокойство, больше всего, это садики. Ну, в смысле, за садики я переживаю больше всего. Потому что у меня есть племянница, которая, ну, в доме у нее говорят по-астински. Вот. И она сама говорит по-астински. Пошла в садик, все. И говорят, ну, даже вот было дело, они были вот у нас в Мизури, и, значит, она говорит, поговори с дедушкой по телефону. А дедушка ее просит обычно по-астински разговаривать. А она убегает, говорят. То есть вот не хочет. То есть может, умеет, но вот есть проблема. И русскоязычные садики, это вот, скажем, очень большая проблема, если человек в детстве не усвоил астинский язык. В детстве он нативно усваивает его как родной. Если он его в детстве как родной не усвоил, дальше он у него идет как иностранный. Ну, есть у меня несколько примеров, я их прямо сейчас коллекционирую, но это прям, наверное, тема отдельного доклада. Я как бы пока собираю информацию, и уже кое-какие выводы можно сделать, но пока я как бы не готов какие-то тезисы давать. Спасибо, подскажите, покажите, пожалуйста, слайд с названием телеграм-группы 10 языков. Так, сейчас, секунду, вот, пожалуйста. Это даже, ну, это телеграм-канал, ну, специфичный, скажем. Отсюда можно подчеркнуть полезное. Вот так вот. Не делайте точно так же, а вот что-то можно отсюда заметить. Так, Лабон Хорж, ага, Зёч Бюрещ, наверное. Знаю. Я ученик Таймураза, сам из Польши. Таймураз на самом деле любит свой язык и свою страну, и это главное. Как хороший учитель, он знает не только язык, но тоже культурный фон, историю, литературу. Ну, конечно, учить языку в связке с культурным фоном, историей, литературой, ну, самое правильное. Информативно, очень рад, что понравилось. Спасибо, спасибо. Учить язык легко, когда смотришь кино, видео. Да, но этого недостаточно. Все правильно. Так, время для вопросов. Ага. Так, если я какой-то вопрос не прочитал, вы, пожалуйста, как-нибудь маячните. Так, и дополнишь. Так, что-то потом у меня просто тут окошко скачет немножко. Роль родительской общественности в сохранении родного языка.
Так, я задерживаю кого-то по времени? Вы мне скажите. Нет, нет, все нормально. Ага. Спасибо за интересные инструменты. Гугла не знала о них. Многие используют, многие преподаватели иностранных языков. Ну, Google Doc во всяком случае. Так, мне 31 год, я родился в Новосибири, в астинской семье. До 3-4 лет я говорил исключительно астинском. Ну, я тоже пока в садик не пошел, тоже по-русски ничего не знал. Стоило переехать на год в Осетию, пойду в детский сад, и я его забыл. Ага, вот. Потом вернулся в Сибирь и больше не смогу восстановить свои знания, понимаю негодование по русскоязычным садикам. Вот если бы родители очень хотели, они бы взяли, пришли бы в детский садик и сказали бы: «Машвал Тима Майруна узурут вахоржахай с Хабару». А родители говорят: вот, должен говорить по-русски. По-русски он, не знаю, если вы в доме запрете на 10 лет, все равно научится. Так, Айгуль Атанова, роль родительской... Да, это следующий у нас Ага, понял. доклад. Так, вроде я все ответил, нет? Вот, мне нравятся и доклады. Методика, добавлю разве то, что меня иногда пугает в учебниках, большие фонетические разделы в начале. У тебя, насколько я знаю, это сочетается с говорением осмысленных фраз первых уроков, а не т-б-ме. Конечно. Сразу слова, сразу фразы, никаких отдельных слогов. И, опять же, фонетику по учебнику учить, ну, как, не знаю, бокс по телевизору. Вот. Так. Ну, вроде все. Все, спасибо большое. Да. Сейчас Мой лимит следующее. как бы истек временной. Правильно я понимаю? Да. Значит, уложился. Да. Значит, уложился. Уложились. Очень хорошо. Спасибо огромное. Следующий у нас. Вам спасибо. Так, ну я остановлю демонстрацию экрана тогда. Вот, и выключаю. Да. Айгуль Атанова. Айгуль, готова?